Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и телепрограмма «Точка взаимодействия». Мы продолжаем тему садового некоммерческого товарищества «Сатал». Немного напомним, о чем шла речь с Аленой Николаевной Сысолятиной, представителем членов СМТ «Сатал». По новому генеральному плану должно на сегодня быть в Сатале. В Сатале должно быть ведение садоводства, функциональная зона для садоводческих и огороднических товариществ. То это уже территория отдана садовому некоммерческому товариществу, правильно? Правильно. Я думаю, что если садоводы не хотят, чтобы там был расположен социальный объект, то никакой орган местного самоуправления не имеет права вмешиваться во внутреннюю территорию садового товарищества. Окружная администрация с момента судебных тяжб она своего мнения не поменяла. Продолжает настаивать, что жители Сатала нарушили правила землепользования и застройки, действительно, да, и то, что там, да, действительно С1, сельскохозяйственное использование. При этом у вас существуют и подписанные документы. Да, но самое важное, на что бы я хотела обратить внимание, это генеральный план. Это документ территориального планирования, который имеет высшую силу. То есть все должно ему соответствовать. И на сегодня это соответствует? При этом они сами внесли изменения в генеральный план. Якутская городская дума определила функциональной зоной для Сатал зону садоводческих огороднических товариществ. Я считаю, что окружная администрация, любой орган местного самоуправления должен действовать по отношению к правам своих граждан последовательно и как-то предсказуемо. Да? А не так, что вот в 2016 году я утверждаю вам проект планировки, в 2023 году я вам меняю генеральный план, а через год я подаю иски на то, чтобы вам снести жилые дома. Состоялась встреча членов садового некоммерческого товарищества «Сатал» с юридическим департаментом окружной администрации города Якутска, когда проходил отчет окружной администрации. Озвучу коротко информацию по судебному. Здравствуйте. Меня зовут Анатолий Спартакович Ларионов, начальник правового департамента ДРО. Всего, значит, нами подано 172 иска в суд. Они касаются всех 4 кварталов. Это 9, 10, молодежный и 11. По 172 материалам, исковым заявлениям 93 это с объектами капитального строительства, либо с признаками объектов капитального строительства. Вынесены решения в настоящее время по 7 делам, это 9 квартал, 2 дела, молодежный, 5. Суды выносят решение о том, чтобы отказать окружной администрации в признании самовольными постройками те объекты, которые сейчас на данный момент там находятся, это жилые дома в основном. То есть мы пока делаем судебную практику. Вот мы как-то проводили опрос в этих 4 кварталах. 30% это вот железно. Они относятся к социально незащищенной категории, да? Это будет, где-то 900 человек, как минимум. 900 семей. Да, они сплошняком отправляют иски. Мы же сколько обращались, подходили, помогите нам, если надо будет, разъясните. Мы готовы вместе работать, подскажите нам, как правильно сделать. Нет, у нас даже записаться на прием к заместителю главы, там целое дело. Сам мэр говорит на встрече, говорил, только через суд. На сегодня уже подано 172 исковых заявления. И на подходе, как выяснилось, еще более 250. По закону у нас, например, правила землепользования города Якутска же не соответствуют генеральному плану. И там 33-я статья Градостроительного кодекса обязывает главу местной администрации привести в соответствие. На что мы не раз обращались в мэрию, чтобы они привели в соответствие. У нас год, даже больше года уже мэрия она не приводит, и в конце с августа, у нас, получается, они мотивировали это тем, что якобы у нас самовольное строение. И пошли суды, которые суды, наоборот, говорят о том, что эти строения не самовольные. Тогда как будто бы уже должна же администрация окружная привести в соответствие свои правила землепользования. Но пока еще этого не сделано. Вот если бы сейчас нам просто правила землепользования город привел бы в соответствие, у людей появилась бы возможность наконец-то оформить свои земли, оформить правоустанавливающие документы на свои дома, тогда можно было бы и газ провести, а не отапливаться электричеством, и долг бы не наращивался перед Якутскэнерго, потому что электрокотлы, они там,
много же, получается, забирают. То, что в законе прописано, они должны были вот это сделать. И все, остальное мы сами все сделаем. Мэрия города Якутска будет идти до конца. Основываться будет только на решение суда. Хорошая новость пришла из города Новосибирска для членов садового некоммерческого товарищества «Сатал». И сейчас у нас на связи Алена Николаевна Сысолятина. Алена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите нам, как там, что произошло и какое судебное заседание было? Дело в том, что в конце октября жительница Сатал, член 10-го квартала, обратилась в Верховный суд с иском о признании графической части правил землепользования и застройки, которые были утверждены Якутской городской думой, недействительными. Ее иск был удовлетворен Верховным судом Республики Саха-Якутия. Иск был адресован Якутской городской думе. В качестве заинтересованного лица участие принимала окружная администрация, а также прокуратура Республики Саха-Якутия. При этом прокуратура республики дала положительное заключение на исковое заявление и просила удовлетворить требования Кириллиной. Требования Верховным судом 14 ноября были удовлетворены. Впоследствии окружная администрация, будучи заинтересованным лицом, подала апелляционную жалобу на это решение, которое вот сегодня, 20 февраля, рассмотрел 5-й апелляционный суд в городе Новосибирск. И оставил решение суда первой инстанции, именно Верховного суда Республики Саха-Якутия, в силе. Более так конкретнее можно сказать. Юстиция, она обратилась в Росреестр с просьбой поменять ей вид разрешенного использования после того, как узнала о том, что генеральный план поменяли в ноябре 2023 года, на что она получила отказ от Росреестра со ссылкой на то, что по виду разрешенного использования у нее земля находится в зоне сельхозиспользования, то есть возведение жилых строений, вообще любых строений на этом земельном участке незаконно. С такой ссылкой. И получив такой отказ, мы подготовили исковое заявление в Верховный суд Республики Саха-Якутия, поскольку нормативно-правовой акт Якутской городской думы может быть обжалован только в Верховном суде Республики Саха-Якутия. То есть она признала противоречащим генеральному плану правила землепользования и застройки в графической части. В текстовой части, то есть все нормально, то есть в функциональной зоне садоводческих товариществ, как я раньше тоже говорила, должно соответствовать территориальная зона С2А. Если визуально говорить... В генеральном плане отражено, что это земля садоводческих огороднических товариществ, и автоматом, значит, если по генеральному плану она вот такая земля садоводческих товариществ, по правилам землепользования и застройки она должна соответствовать территориальной зоне С2А, как раз там, где возможно строительство жилых домов тоже. Это касается, наверное, только ее участка или всего 10-го квартала? Она имела право обратиться только в отношении собственного земельного участка, поэтому она обратилась именно оспаривая в части собственного земельного участка с определенным кадастровым номером. Суд решил, то, что зона С1, она не соответствует для данного земельного участка. Должна быть зона С2А, скажем так. Это 5-й апелляционный суд, и все решения Верховного суда Республики Саха-Якутия, если оспариваются, они проверяются коллегией судей именно 5-го апелляционного суда. Этот суд является вышестоящим судом для Верховного суда Республики Саха-Якутия, и сегодня, 20 февраля, поскольку суд оставил в силе решение вступило в законную силу. Ну а если говорить о произошедшем, что это означает вообще для членов Сатал и для окружной администрации? Я только лишний раз убедилась в том, что вопрос очень хорошо решабельный, скажем так, потому что всего лишь навсего надо изменить правила землепользования и застройки и установить зону С2А для земельных участков, которые по функциональной зоне, по генеральному плану являются зонами садоводческих и огороднических товариществ. Какую роль может в этом вопросе сыграть Якутская городская дума? Якутская городская дума, в свою очередь, должна утверждать правила землепользования и застройки, также вносить в нее изменения по представлению окружной администрации города Якутска. Я думаю, что этот вопрос тоже можно решить, поскольку я знаю точно, что у депутатов Якутской городской думы есть, кроме законодательных полномочий, контрольные полномочия в отношении окружной администрации. Я думаю,
В принципе, они могли бы обязать окружную администрацию привести, сделать так, чтобы окружная администрация внесла в Якутскую городскую думу, наконец-то, изменения в правила землепользования и застройки. Много сейчас у вас дел именно по членам САТАЛ? Как раз 172 иска у нас рассматриваются в Якутском городском суде. 50 исков рассматривается, около 50 исков рассматривается в Верховном суде Республики Саха-Якутия. Это уже и сами выступают жители 10-го квартала СНТ «Сатал». Также есть несколько дел, связанных с продлением договоров аренды СНТ «Сатал». Окружная администрация посчитала это неправильным, вам приходится идти в суд опять. Я правильно понимаю? Да, вы правильно понимаете. Это немножко про политику двойных стандартов, поскольку, все горожане знают, то, что САТАЛ существует не первый год. То есть муниципальная инспекция как будто бы обнаружила там жилые дома в ноябре, начиная в октябре, по-моему, в ноябре 24 года, когда как САТАЛ он уже существует, 10 лет, наверное, точно. Все мы, так или иначе, проезжая мимо, понимаем то, что появился большой поселок. Люди там живут уже давно достаточно. Проект планировки для них утвержден. Генеральный план соответствует территориальной зоне, по которой они используют данные земельные участки. Я не вижу вообще каких-либо проблем в этой части. Логику окружной администрации я даже не попытаюсь объяснить. Вижу то, что окружная администрация сейчас тратит очень много энергии и сил на то, чтобы снести дома своих же жителей. Данное решение 5-го апелляционного суда касается только одного человека. А их уже 172. И еще на подходе более 250. Возникает вопрос, кому нужно в данной ситуации идти в суды, если есть городская дума города Якутска? Получить землю в некоторых муниципальных образованиях стало сложнее, стало труднее. Причем, к сожалению, это тоже понятно, любой чиновник может в этой части, пользуясь, опять же, несовершенством нормативно-правовой базы, не оформлением земельных участков, барьеры выстроить выше некуда, не получится. Но на самом деле надо, наоборот, более активнее это все использовать, чтобы наши же жители эти земельные участки использовали. С вами был Олег Желнин. До скорой встречи.